Итак, друзья, доброе утро. Утро реально доброе. Я нахожусь в другой республике, Чувашской республике. Красивая земля. Вчера погуляли с Дамиром вечером уже. Очень красиво. Культурно, все убрано. Блин, вообще. Как будто такой курортный городок, вот реально. Фоточки, кстати, есть, ребята, кому интересно. Там в Инстаграме, ВКонтакте. Выкладываю фотки. Ссылки в описании, если что, можете посмотреть. В общем, 8 утра, друзья. Вчера мы приехали, помылись, так приятно встретили. Мама у Дамира, тетушки накрыли стол, вкусные выпечки столько. Гостеприимные люди, очень вежливые, очень добрые. Да и вообще как бы в целом нормально. Все, мы собрались, едем сейчас закупаться. И в целом Дамир меня забрасывает на реку, показывает место. Я там делаю лагерь, а он едет по делам, так как у него тут есть кое-какие дела. А вечером ко мне приедет. Короче, давайте полетели. Братан, в плане все есть? Бери базу. Базу, да? Написано, просто вещь написано. Базу, шоколад. Шоколад работал я. Угу. Все, друзья, закупились продуктами. Закупился прикорками, опарыша. Мир рыболова, ребята, кто будет в Козловке. Ничего, так пойдет, цены такие божеские, нормально. Прикорка 100 рублей в целом. Вообще огонь. Все, огонь. Ну что, друзья, все, я на матушке Волги. Вы не смотрите, что там берег, это остров. За ним идет еще примерно же такое же расстояние. Там, кстати, судоходное расстояние, а здесь, так как баржи не ходят, здесь рыбаки. В общем, берег весь занят. Сегодня суббота. Сейчас пробирались, искали место. У Дамира там есть своя точка интересная. Вот там сидят люди. Много лодок, это рыбачат на кольца, на яйца. Есть такая рыбалка на Волге. Я тоже хочу попробовать у себя на реке. Ребята собираются, уезжают. Отстояли, говорит, ночь. Вообще, говорит, плохо. Плохо. Дистанция очень большая. Забрасывать надо 70 метров. Потому что ближе вообще ни о чем. Мелочь. Ну и, короче, достался там такой участок, друзья. Грязный. Там какая-то, получается, чуть ли не свалка. Ну там жгли, видать. И вот такой берег небольшой, бережок, есть тенечек, если что. И в целом здесь мне, в принципе, достаточно. Но буду пробовать, ребят, не знаю. Вот почему говорят, что 3-метровый мой фидер это не фидер. На Волге, ребят, надо иметь 3,94 метра фидер, чтобы реально чувствовать себя уверенно и забрасывать далеко. Но опять же, на моей реке 3 метра вполне достаточно. Я могу фидером даже перебросить реку. Здесь вот нужны большие катушки 5000-е, шнура метров 300 на катушке. И большое удилище длинное, чтобы бросать в целом уверенно. Ну, все, ребята, Дамир сбросил меня с вещами и уехал заниматься делами. Приедет вечером. Сейчас явно клевать не будет, но я поставлю лагерь, потихоньку оборудую здесь и начну рыбачить, кормить точку. Будем ждать вечер. Ну, в принципе, почему бы, может и днем что-то будет. А так в целом выгрузился все вещи.
Вот такой шмурдяк, ребята. Это еще у Дамира там половину осталось. Короче, вещей очень много. Время уже, дело прошлое, ближется к обеду. Так что сейчас прям по рыбалке не скажу, что прям круто он будет, мне кажется. Но это Волга, ребят. Я здесь первый раз. Летняя рыбалка, фидер. В общем, давайте начнем. Ехали по обрыву, спрашиваю мужиков, там, в целом ребята на кольцо, говорят, достают леща. Но это, смотрите, какая дистанция. Вот в целом примерно ориентир. Но глубина, ребят, очень большая будет, метров 15, наверное, а то и больше. Так, друзья, по прикормке села камера у меня. Смесь база Дунаева. Такой большой пакет. Но я не полностью высыпал. Естественно, банка кукурузы. Туда же добавим вот такую горький шоколад. Наверное, целую пачку. Так. Еще взяли вот меласку такую, лещ. По идее надо разбавлять ее с водой. Ну, мы все так по стариночке. Все. И сейчас вот эту базу, ребята, сделаем по красоте. Постараюсь сделать прикормку такую более плотную, потому что глубина большая. И чтоб пока кормушка падала, прикорм у меня не рассыпался толще воды, чтоб кормушка конкретно падала на дно с кормом. Сделаем такую прям плотную. В общем, на выходе, ребята, вот такая штука получается. Вот, мне кажется, до дна дойдет. Так, плотненько ее увлажнил. Ну, еще меласка тоже, она дает свою склейку. Ну, пока вот этой прикормки мне хватит. Я думаю, отлично. Самый раз. Вкусняшки, ребята, сам бы хоть ел. Ё-моё. Взял с кресла у Дамира свое, мне не влезло в машину. Но есть стульчики маленькие. Вот удобно с такими вот регулируемыми ножками, когда вот такие пологие берега. Конкретно можно
выставить, получается, как тебе надо. Шикарно прям. Ну что, друзья, попробуем найти бровку. Не знаю, конечно, я не доброшу, это явно, с такими фидерами. У меня шнура-то всего лишь 100 метров на катушке. Соответственно, что я смогу сделать? Ну все же. Ну, новые места, ребят, новая река, вообще новый регион. Это круто, конечно, с одной стороны. Так, есть маркер. Сейчас промеримся. Блин, ветер, ребята. Сильный ветер. Да я сейчас что, пока на резерве, я пока поставлю палатку. Сделаю базу. Местечко пробью. Я никуда не спешу. Рыбалка будет явно вечером. Так, мне надо клипсу сбить старую. Старую клипсу сбить. Тут сбито. Тут я убрал. После рыбалки, ребята, убирайте клипсу, потому что часто бывает, кто-то забывает, и сделаешь монтаж, заброс, и бам, мимо. Просто клипса рвет. Надо убирать клипсу всегда, сразу же. Так, ну что, погнали. Примерно ориентир. Вот тот прогал. Упал. Не знаю, какая глубина, ребята. Вот что-то я цепляю. Вот какая-то бровка. Прям конкретная. Ну, такое песчаное, с травушкой, походу. Вот там сразу же какую-то бровку нашел. Вот тут уже нормально идет. Сейчас попробую еще дальше забросить. Все, друзья, разобрался я с дистанцией. Не знаю, кое-как промерил. Вот там глина такая получается. Ни камня, нифига. Нифига не камня. Получается, этот подальше, потому что я его могу забросить подальше. Он, во-первых, жестче у меня, и шнур тут полегче. А этот более такой лайтовый. Наживки. Опарыш, червь, кукуруза. Опарыши, конечно, классные. Прям хорошие. И красный, и белый. Крупные. Так, ну что, ладно, ребят, побросаем. Посмотрим, может плотва какая-то днем. Еще что. Опарик. Кукурузка. Ну вот так тут на опарыша и, наверное, закроем кукурузкой. Не знаю, попробуем. Так, ну что, буду добрасывать, нет? О, добросил.
Первая поклевка, ребят. Ух ты, а что-то подавливает, ребята. А этот подсачник-то я не разложил. Кстати, тут на выходе трава идет. И зацепляется кормушка. Вот он тут сошел. У меня тут сход был. Подавливал и об траву я зацепился. Вот, ребята, сход. Хе-хе. Первый сход сразу же. Такие подачки были. Это был подлещик, я так понимаю. Сразу же, ребята, подача. Сразу же. Вот, смотрите, что делает. Не знаю, засек, не засек. Надо высоко поднимать, потому что тут трава на выходе. Вот, вот она трава и цепляется. Что, опять сход? Или бровка там? А нет, взял, ребят. Опа. Что это? Ни хрена сорога. Волжская, ребята. Смотрите, грамм 300 сорогень. Ближняя бровка и сразу мать пошла. Ништяк, ништяк. Вот это сорога. Ближняя, ребята. Этот надо сейчас крутить сюда. Волга, матушка. Садок. Да, вот это сорожено. Так сорожено. Подлещик, ребята, мелкий. Опа. Пускай идет мелкий. Там клюет и тут клюет. Не успел разложиться, уже погнала возня. Что тут у нас? Густерка мелкая. Не знаю, такую брать, не брать. Мелкая, наверное. Такую-то точно будем отпускать. Приехали, ребят, еще семья. Вот туда, на то место, где мужики сидели, уехали. Семья приехала. Блин. Боровочка. Цепляешься. Это получается там берег, ребята. Только понимаете, о чем речь. Ух ты. Вот это Маша, ребята. Тихо, 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 тихо. Стоять. Вот это Маша, еще и кто-то жрал, ребят. Смотрите, судак, походу. Вот это волжская плотва, ребят. Жесть. Ее еще и судак бил какой-то. Дерзкая. Сколько тут? Грамм 300, наверное. Ужас. Вот это да. Достану, ребят, подсачник. Так как это несерьезно. На кукурузу, ребята, лучше идет. Одна кукурузина и нормально.
Ближняя бровка. Опять, наверное, сорога. Вот какие они, ребята. Хорошенькие. Вот это сорогины, сороги. Я понимаю, волжские, ребята. Смотрите, какие малышки. Че, сорвалась? Блин, грамм 300, наверное, ребят. Вот ее в посоле сделаю. Вообще жесть. Таких, блин, потаскать приятно. Ох ты, ребята! Чихонь! Чихонь! Чихонь, братцы! Вот это да! Вот эта рыбка! Я такую еще не ловил. Чихонь, ребята! Вот эти сабли. Говорили мне. Видел я. Хрена она заела. Вот она заела. Так заела, ребята. Ножички такие себе приобрел. С экстрактором. Чихонь, братцы. Первая чихонь в моей жизни. Зверь машина. Дерзкая рыбка. Не знаю, друзья, как по-волжски там. Мелочь это не мелочь, но плотва грамм 300, 350. Я потом завешиваю по-любому, ребятки. Чихонь. Блин, это для меня вообще счастье. Проезжали там, мелкий, говорит, подлещик вот такой ладошечный. Сидят с 5 утра, кто-то с вечера сидит. Вообще, говорит, ничего. Такую плотву, ребят, за радость ловить вообще, я не знаю. То как там, что. Куда, как что бросает. Но в целом кидал далеко очень, не работал. А ближний сразу начал работать. Я вот это сейчас подмотал. Примерно в одинаковую бровку кидаю. Плюс-минус. Может метр разница. И все работает. Все классно. Бутерброд 3 опарика и кукурузкой закрываю. И вот плотва берет на кукурузу. Крупная плотва берет на кукурузу. Мелкий подлещик. Такого-то мы не будем брать. Нет, сорога. Думал, подлещик мелкий. Сорожка. Вот у нас такая в зачете идет. А здесь она мелкая получается. На велку, ребята, сухим посолом сделаем, наверное. Посмотрим. Разберемся. Рыбу нам девать сейчас пока некуда. Хотя здесь можно по родственникам раздать. Че, наловим с Демиром. Не успел этот зарядить. Поклевочка. Ах, вот там вот, ребят, бровка цепляется. Надо выше поднимать. Фидер. Вот бы четверки
3,90 здесь сработали. Угу. Такую даже не подыму. Хотя попробуем. Опа. Опа, стоять. Фух. Ребята, смотрите, какая она. Волжская сорога. Как вобла. Как ясь разговаривает. Жила. Еще бы воблу поймать. Кормом, ребята, угадал. Переувлажнил его, и получается до дна он доходит, не растворяется, пока кормушка тонет. И достаешь, даже бывает корм, когда постоит минуты 5, а если стоит чуть больше, то корм рассыпается. Значит, все четенько. Конечно, солнце, надо доувлажнять его, а так нормально. Сильный удар был, ребята. Очень сильный. Ага, все понятно. Хапал судак или щука. Я прям испугался. Она у меня уже давно повисла, получается. Смотрите, друзья. Судак. Тут нефиг делать, можно судака дернуть. Такая поклевка была, я думал, что за зверь. Чехонь, ребята, вторая. Да ладно. Вот это вообще стерлядь. Матерая. Жирная, говорят, рыба, ребята. Чехонька-то, о, по локоть. Прозевал. Не прозевал. Не прозевал. Вот так, ребята, обеденный перерыв, обед. А здесь прелестно можно рыбачить и таскать рыбеху. Скорее всего, плотва, поклевка дерзкая. Она родимая. Она родимая. Вот какая, ребята, красивая. Волжская сорога. Прям в шахте. И это тоже у меня клювакает. Опа! Вон он, ребята. Судак. Судак, ребята. Как его брать? Как его брать, ребята? Третья уже поклевка такая, судачиная. 100% судак или щука. Как его поднимать, хрен знает. Ох, такие рывки. Все, отвалился. Отвалился. Судак, друзья. Ё-моё. Отвалился, отвалился. Красота, блин. Почти дотащил уже.
Третьего. Я почему говорю судак, ребята? Может это не судак, это может сазан. Блин, я не могу допереть третью рыбу уже, ребят. Вот сейчас прям уже почти дошел. Тут рывки такие, что... Ну это не лещ точно. Вообще жесть. Много подлещика попадается. Я особо не снимаю, ребят, конкретно, потому что берегу флешку. И вот сейчас закидушка у меня есть. Я сейчас примастырю, ребята, поводок тройником и закину. Может, выхватим судака. Я хочу пожарить его. Ну все, друзья, вот так сделал поводочек, тройник подвесил. Ну и, соответственно, груз. Первый подлещик полетит сейчас за судаком. Наверное, здесь уже сидит он. Ага. Есть. Вот он сейчас и полетит. Густерочка. Какие-то такие пятна у него интересные. Лишь бы добросить аккуратно. Не знаю, не убило его там об воду. Пускай работает. А ты пойдешь туда. Судаки разогнали, ребята, плотву крупную мою, которую я ловил хорошо. Так, слушайте, нормально потаскал. На точке редко подлещик, ну, видать, стоит судак, ребята. Явно видно, прекратилась резко, и вот сразу же бам. Если подлещик садится, то он висит, и даешь немножко, и его судак хватает. Уже, наверное, четвертая рыба порванная. 3 я не допер. Сейчас поставил подлещиков на те донки, но я, конечно, так далеко не могу забросить с подлещиком. Короче, немножко поближе, ну ладно. В общем, пока перекур, наверное, немножко отдохну, займусь лагерем, выставлю палатку и все остальное.
Ну что, поставил палаточку. Тут сразу жара такая стала. Невыносимая прям. Наверное, откроем дверь. Вот так вот. А москиточку закроем. Вот так вот. Все. Пускай здесь москитка пока. Здесь, в принципе, тоже москиточки можно. Пускай пока продувает это на вечер. Все. Мой шатер и на Волжской земле постоит. Так. Раскладушечки. Раскладушечки. Опа. Вот так вот. Кстати, хотел, ребят, похвастаться штучкой новой. Это я был на сплаве, и Серега подарил мне на день рождения вот такую надувную подушку. Есть, получается, надувные матрасы, а это надувная подушка. Все, открутили. В камуфляже, говорит, как ты любишь. Можно помочь. И закрываем. Смотрите, братцы. Вот такая надувная подушечка. Сегодня взял белорусские спальники. Парни из Беларуси. Василий, я знаю, пишет мне. Пашка Ковалевский. Братцы, привет вам. 2 спальника. Они еще новые. Ну вот так. Вот же. Ой, стол не брал. Стол у Дамира. Вот такой. Складывается он прелестно. Конечно. Бац-бац. И вся любовь. Вот такой столик, ребята, у нас будет. Подстаканники, смотрите. Отлично. Взял на резерв большой баллон, чтобы не заморачиваться постоянно. Сейчас поставим горелочку. Пожарим яишенку. Перекусим. Подплыли парень с девушкой на лодке. Напротив нас стали, получается, на кольцо. Совсем недавно, друзья, был день рождения. Я толком не отмечал его, но приехал друг мой, кореш, Серега. Он как раз приехал с вахты. Короче, позвонил. Сейчас, говорит, приеду, Андрюха. Я говорю, да я не отмечаю. Да посидим, говорит, поужинаем. Короче, приехал, друзья, и подарил мне вот такую коробку. Я, говорит, сам ее сделал. Лаком даже прошелся. Так красиво опалил.
и забил на гвозди. Это твой, говорит, подарок, Андрюх. Чисто, говорит, откроешь, когда, говорит, понадобится, говорит. А что понадобится? Ну, сейчас мы и узнаем, друзья. Дома я не открывал ее. Взял с собой в поход. Еще не так просто открыть. Гвозди такие не маленькие еще. Вроде справился, друзья. Гвоздей не пожалел мне, да? Еще пилки засунул. Так, открытка. Тому, кто ценит вкус жизни. Братик, желаю тебе обрести свой путь. Береги себя самого. Без всей этой... Короче, ребята, это я так потом. С днем рождения, Андрюха, моя братан от души. Короче, почерк там, своеобразный. Тут надо разбираться. Бабам! О! Термокружечка, ребятки. Точно так. Крутая вещь, кстати. Бывает. Прям с нее, ну, прям не хочется наливать в кружку, а взял, открыл, попил. Бабам! Чайковский, друзья. Ричард. Вкусный, кстати, чай. Заварной. Так. Бабам. Кофе, братья. Хороший кофе. Вискарь, друзья. Вискарек. Хороший вискарек. Вот так, друзья, вроде мелочь, да? Такая, а приятно. Да, братан, от души. Спасибо, Серега, огромное. Ну что, откроем вискарька, ребят, за Волгу, за матушку. Жара стоит, 26, наверное. Душно. Немножко себе приготовил перекусить. Че, давай, будем? Стол, конечно, или я неправильно что-то тут сделал, потому что вот... все понятно, друзья. Точно. Вот это как оно все делается. Все легко и просто. Натягиваешь вот эти, и он прямой становится. А я что-то думаю, что за лямки? Для чего они? Вот она как делается все. Ну тогда да, тогда плюсую. Тогда вот. Отлично. Вискарек. Красиво живем. Что, друзья, на Волжанской земле, на берегу реки Волги, хочу поднять этот тост за друзей. Потому что друзья, ребята, это прям
прям вторая семья, я бы сказал. Я бывает в некоторых ситуациях и намного лучше. Бывает, брат так не поможет, родной как друг. Я выпью за друзей, друзья. Так что вы мои тоже друзья. Так что давайте, братцы. Пошли вторые сутки, ребята. Нахожусь в другой республике и уже скучаю по своим, вот честное слово. Я знаю, что Лариса Юрьевна, она тоже хотела бы поехать со мной, пожить здесь. Здесь другая природа, здесь совсем все по-другому. Другая рыбалка и прям немножко скучаю, хотя только уехал. По дочери скучаю, по матери, потому что это мои девки, мои девчули. Ладно, братцы, начнем. Нормально, еще влажная, нормально. Надо вот постоянно ее доувлажнять, потому что сохнет на ветру. Вроде неплохо. Ребята стали прям напротив, на кольца. Но немного часто плавали, искали, и смотрю на фидеры, точнее по эхолоту, они хопа, типа вот здесь, здесь, здесь. Нашли рыбу, наверное. Так что очень сильно радует, ребят, что нет травы, вообще нет травы. Это прям вообще, я не знаю. Такой кайф. Все, начнем швырять. Зацепил, ребята, кого-то. Солнышко выскочило и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там бровка там, блин. Она прям не дает рыбу выводить. Столько сегодня сходов, кстати, было за нее. Плотва, скорее всего. Сорога. Да, волжская, ребята, красотка. Ох ты. Ё-моё. Это на самом деле крупная, блин. Смотрите, ребята, какие они. Ё-моё. Во. Вот это сорога. Вот это, братцы, сорога. Я понимаю. Все так же работаю. Бутерброд. Жесть. Красотки, конечно. Вообще жесть, красотки. Разделся босичком. Водичка теплая. Завтра, наверное, искупаюсь с утра. Что тут у меня нормально? Чехонь один что-то. Ох ты! Отвалился. Первый, ребята, такой более-менее на мир приехал. Дождался его. Целиком. Все, сейчас тоже будет падать. Вот туда, наверное, сядет. Потому что там как-то высоко, а вот тут самый раз будет.
Садок сюда передвинем и нормально. Сюда, да, братик? Куда посадишь меня? Давай сюда, прикормлено уже. Показывай, как обычно. Скрутка. Да, скрутку. И этот как-то. Ну, инлайн обычный. Ага. Через со скруткой. И все. Угу. Хорошо. Так, ну что, Дамир приехал, еще приехал дружище у Дамира, Олегович. Подъехал к нам, сюда встанет он. Ну, а Дамир получается сюда. Я убрал закидушки, так и не получилось соблазнить судака. Но Дамир подсказал историю, как можно поймать его здесь. Получается, просто берем груз, шнур и кидаем вот эту дистанцию, на которую мы можем забросить, так как с подлещиком это невозможно забросить, он парусит, очень тяжело. Жабры вылетят, да. Да, жабры вылетают. А потом берем поводок и по леске его отправляем в путешествие. Да. Я, кстати, это попробую. Но- Да, это обязательно. Так что все заряжено у меня. Просто возьму поводок на вертлюге подлещика и туда его. И он должен уйти до груза и встанет на точку там, где вот именно судак пасется. Потому что ну, днем была история и охота бы поймать, конечно, я бы сразу пожарил судачка на ужин, это было бы круто. Ветерок утихает, солнышко на закате, здорово. Везде машины, ребята, суббота, выходные. И мы сегодня троем эту точку будем ломать. У Дамира первый заброс. Без всего. Дамир кормит. Он, кстати, встал намного дальше, нашел дальнюю бровку. Так что, короче, есть результат. Мне кажется, есть варианты найти леща. Если не будет на ближней, то, возможно, у Дамира будет что-то. Ну, еще у нас будет Олег, получается, слева. Так что, мне кажется, все должно получиться. Будем делать, посмотреть. Будем делать, посмотреть, да, 100%. Так, друзья, ну что, вечер. Ребята сели по фидеру. Клевать вообще перестало. Вообще странно почему-то. До этого хоть ляпка клювала, там мустера. А тут вообще никак. Оказывается, тут зависит от того, что спускает воду, ребята, ГЭС. Течение появляется, рыба начинает активничать. ГЭС закрывает, течение уменьшается, то бишь его практически нету, и рыба плохо становится, ну, плохо клюет. Охренеть. Ну, то бишь тут совсем другие законы, и местные это понимают, а вот, допустим, заезжий, какой-то приезжий, как я, допустим, но не поймет этого. И вода как будто она начинает резко падать, как сейчас. Ну, Дамир говорит, она также и резко, короче, подымется. А по концу, друзья, я решил приготовить ужин. Картошку жареную. Сейчас пожарю. Рыбу не стал уже как бы готовить, хотя на рыбалке надо готовить, ребята, рыбу, правильно. Но есть картошка, так что чистим картошку и жарим. Жарим сосисками. Надо такое вот все есть, покупное. Мамкин салат в банках. Тоже его надо доставать. Короче, пока пацаны сели, я-то уже отрыбалил. Я-то уже отловился нормально. Дороги потаскал. Короче, занимаюсь делами.
Утром, походу, начнется. Утром возня. Потому что сейчас вечер должна была самая такая классная рыбалка. Переобулся, ребята, я в колошке, штанишки. Тут, короче, пруд недалеко. Слышите, что творится? Лягушки невменяемые. Пойдем пройдемся, посмотрим. Говорят, караси есть. Можно на удочку рыбачить. У нас жабы так не такую, друзья. Он как невменяемый, слышь. Тарахтит, как косач, блин. С другой стороны, знаете, так посмотришь, как будто птица какая-то. А это лягушки, ребят, прикиньте. Вот эти волжанские. Комаров много стало. Вот, и карась плюхается. Вообще жесть. Я в шоке. У нас так не крякают они, блин. $3.50. Погнали. Тряночка. Ух ты. Как Жерик играет. Это Жерик, да? Наверное, ебашишь малька. Ну что ты? Он качает. Все, он сидит. Поднимай. Подсел, думаешь? У меня там червь-то не маленький был. Ничего нету. Обрез. Начинается, короче, движуха. Просто тупо срез, блин. Крючка нету, блин. Интересно, блин. Ну что, господа, Подготайте. Предприниматели. конечно. Все серьезно. А? Господа предприниматели.
поспать сходить еще. Чё ты? Не буди народ-то. Спать тебе нельзя. Потом можно будет пару часиков. Да что-то даже намека нет, Андрей. Ну вообще, да. О, вот это да. Еще скажи чисто опарыш. С кукурузкой? Так, друзья, ну что, время 8. Постояли утро. Получается, с 3. Тишина, пару подлещиков, пару там что-то густерок. Правда, лещика зацепили. Олег зацепил. Правда, я не заснял. Такой килограмм, наверное. И все. Вообще тихо. Короче, ребята сидят, я думаю, отдохну немножко. Пару часиков киборну. Может, как вчера, начнет плотва сорога долбить. Ну, к обеду как раз примерно. Так что немножко отдохну. На свежем воздухе все равно, ребята, кумарит. Короче, и на Волге, ребята, надо попадать. Надо искать. Здесь бывает так, что Дамир говорит, вот возьмешь 100 метров влево, допустим, ребята ловят леща, а чуть ниже он вообще не стоит. Ну, короче, вот так. Ну, в общем, разберемся. Давайте, братцы, на связи. Так, друзья, ну что, я немножко кимарнул, поспал. Обстановка сразу поменялась, ребята. Люди приезжают, уезжают. Смотрите, сколько машин. Вот так весь этот берег. Просто палатки там, дети. Соседи наши уехали. Уехал Олег, а мы с Дамиром. Короче, время 10 часов. Будем ждать дневную плоту, сорогу, которая была вчера, возможно. Так как вообще нет рыбалки. Тишина полная. Мелочушка поклевывает. Поставили донку на судака. Вот спустили мы по шнуру поводок. Как правильно они делают. Они и так в заброс. Ну и короче отдыхаем. Смотри, видишь, у него такие вон пятнистые какие-то. Точки такие у него. И на жабрах тоже точки. А сорога вот эта, она вот так прям пам-пам. Прям жестко прям. Также и чихонь. Чихонь вообще с ума сходит, блин. Что, дождались вроде. Вымучиваем тут. Давай, братик, без фанатизма. До мира дальняя бровка, кстати. Очень далеко кидает. Леска 0,14. Поводок, да? Ага. О. Серебристый малыш. Хоть что-то. Ну да, слушай.
А леска с шнур, смотри, Весь цапля. век в соплях. Стоит. Стоит, да, кормится, лазит. Пришел. Не знаю, сейчас может что получится у нас, замер к обеду. Кормите же все равно, Кормится, да? подходит. Время первый час. Кукуруза опарик, как вчера. А? Силен. Ну слушай, экспериментировал. Вчера вот сидел один тут. Ну что ты будешь делать, а? Где покрупнее там кабанчики? На вялку-то самый раз, да, такие, не спорю. На кукурузу, понял? А? На 2, да. Кукуруза должна сорога быть, по сути. С дальней дистанции. Она родная. Радует тебя здешние, да? Ой, красивая. Вот видишь, кукурузу сразу. И вот вчера то же самое. Че, серит? Нет, не кормится. Тоже побитая, блин. Добра, малышка. Я же тоже это поменял на кукурузу. Добрая плотвичка. Плотва добрейшая, но... Стой, 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 девочка, стой. Спился, что ли? Понять. Тут сошла. Тут уже убит. Чихонь. Вот это корабль. Кораблик. Да. Третий. Тихонько, да? Тихонечко, да. Ну вот, что-то, видишь, опять начинает. Как вчера вот. Так что, сейчас, может, разгуляемся. Так только закинул, понял сразу же. Эту выматываю. У меня сошла на бровке рыба, я чувствовал. Сорогу. А может и чихонь. Сорога. Идет. Красавец.
Ох, батон, блин. Смотри, какая, братан. Стандарт. Вообще, грамм 300, уверенно. Кукуруза, ребята, 2. Одну не берет, 2. Жадные. Волжская. Ух, красавица, блин. Представляю на зимнюю удочку таких. Ой, блин, вообще мило бы было. Такую опасно поднимать, да? Тогда я вчера... Пойду на эту сфоткаю. Амир убалтывал, поставь кукурузу, у нас уже закончилось. Открыл еще одну банку, все, попер. Правда, у него дистанция бешеная. Ух, какая, братик. Смотри. А, нет. А что такое? Опа. Сапа, да? Ну, гастера. Хрена здоровая. А, смотри, какая красивая. Как этот, блин. Глаза такие у нее прикольные. Желтые. Ага. Ой, какая. Фоткай. Вообще огонь. Дашь в руку? В руку. Порвет ведь нам. Конечно, порвет. Смотри, какая волжанка. Опа. Не морая. Шикарная, да. Кукуруза, да? Да. Что там? И чай. Ну, слышишь, такие губехи кукурузину-то они, конечно, по красоте грызут. Ну, давай. Опа. Все, друзья, собираемся потихонечку. Отстояли на точке. Рыбку половили. Леща не дождались, но по сороге, ребята, я душу отвел. Сорога грамм 300. Козырная. Все, собираемся. Ну все, друзья, постояли здесь сутки. Все, это у нас была разведочка такая. Немножко посмотрел, что да как. И есть разницы большие, ребята. Во-первых, длинные дистанции, большие глубины. Вымучивали мы, выжидали. Ну, в общем, вчера днем хорошо поклевала плотва, крупная. И вот сегодня то же самое. Пару подлещиков ночью, что-то пару с утра. Ну и в общем, как бы ведро-то мы поймали рыбы. Короче, все, ребята. Едем в город, закупаемся. Провизия. Туда-сюда. Заправляемся и рвем когти, ребят. Не знаю, Дамир вроде как хочет свозить на другую речку. В общем, не на Волге будем стоять, а на другой реке, короче, и, возможно, карась. Первая новая рыбка для меня, чихонь. Короче, одни эмоции, одни впечатления. Погода классная. Мошки, комаров нету, ветерок, ребята, вообще четко. Мужики еще стоят, рыбачат на кольцах. Ну а мы все, загрузились. Так что все, ребята. Завтра рвем когти на другой кордон. Погнали.
тут до берега. Сейчас заедем на шикарное место. Я уже ребята вижу. Это реально шикарное местечко. Самая высокая точка. И смотрите, друзья, Волга, матушка. Вот она, просторы. Вот это красота. Вот это склон, да? Вообще огонь. Лодка, рыбачки. Наша рыбалка вон проходит слева. Угу. Видишь вот этот кислород? Да. Вот это старец. Вот это русло основное, откуда заходят корабли. Получается. Помнишь, я тебе говорил, остров Козловский? Да. Вон, ты видишь вон тот остров. До берега смотри, до ближайших домов сколько еще там. Вот это протекает еще река Елеть называется. Там, везде. Базу отдыха вот сюда приглашают, напротив приглашали. Угу. Да, вообще огонь. Река. Ну да, слушай, ширина, да, необъятная. Вон рыбачки сидят маленькие. Там мотор идет. Вообще. Парочки влюбленные сидят. Балдеют. Ну, тут юрты сдают, кстати. Ага. Да, очень красиво. Прям завораживает. Тут река впадает, а они что-то. Мгм. Здесь